В Санкт-Петербурге и Пензе прошли Дни чувашской культуры. Организаторы составили программу так, чтобы представить нашу республику во всей полноте. Это не только художественное и литературное творчество, но и фольклор и театральное искусство. В Санкт-Петербурге гостей праздника чувашской культуры встречали в Доме национальностей. Художники организовали выставку, в ней представлено около 40 работ. Самодеятельные коллективы землячества и артисты Чувашской филармонии подготовили концерт. Подписан договор с Российским этнографическим музеем, и, возможно, уже летом коллекция знаменитого музея будет экспонироваться в Чебоксарах. Это не только для земляков, я думаю, да? Это в том числе и для петербуржцев, которые хотят узнать культуру и традиции чувашского народа. Такое знакомство именно с профессиональным искусством и культурой Чувашии, не каждый может организовать. И для нас, для всех это действительно большой праздник. С момента основания Санкт-Петербурга выходцы из Чувашии вносили свой вклад в его развитие и становление. Архитектор Петр Егоров, китаевед Никита Бичурин, кораблестроитель Алексей Крылов оставили след в истории города и страны. В память о выдающихся земляках организован маршрут по чувашским местам Петербурга. В городе на Неве получали образование первые профессиональные художники и музыканты республики. Жили и работали известные писатели. В начале 20-го столетия на базе будущего Ленфильма создавалось чувашское кино. Это все давал нам Петербург. Москва, конечно, тоже. И Московская консерватория, и московские институты по разным направлениям. Но нельзя забывать, что Петербург, он именно в культурном отношении, в отношении современной такой европейской цивилизации России, пожалуй, больше дает. Впервые за последние 12 лет в Санкт-Петербурге прошли гастроли наших артистов. На сцене театра на Литейном Чувашский драматический представил одни из лучших спектаклей. Это классическая драма «Константин Иванов» и современная комедия «Не сыграть ли нам свадьбу». Это интересный такой этнографический опыт, знаете ли, и особенно песни вот за душу трогают. У меня даже мама расплакалась, когда слушаю, мне захотелось даже снять на телефон, своим друзьям показать русским, что вот песни прям за душу трогают. В Пензенской области живет более 6,5 тысяч чувашей, и представители диаспоры всегда рады встрече с земляками. В рамках Дней чувашской культуры в Пензенской областной библиотеке организовали встречу с поэтами и журналистами. Гости подготовили и выставку национальных книг. Мы понимаем, что все наши земляки, находясь в Пензенской области, нуждаются в чувашских книгах. Чтение на родном языке позволяет сохранять нашу чувашскую культуру. Вдалеке от национальных истоков родной язык помогают сохранить народные песни. Небольшую чувашскую деревню Илим-Гора в Пензенской области называют «поющей». На протяжении 40 лет здесь существует фольклорный ансамбль «Азамат». Где села чувашские, значит, чувашские дети у нас еще поют, стихотворения читают. Стараемся, чтобы дети наши не забывали наш чувашский язык. В российских областях и республиках больше 90 чувашских землячеств. В преддверии Дня чувашского языка праздники национальной культуры пройдут в большинстве регионов. Ирина Николаева, Зоя Яковлева, Леонид Петров, Вести Чувашия.